Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Сарглана Захарова. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик назначен обязательным претендентом на бой за титул Всемирной боксерской организации в супертяжелом весе. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ВБО. На данный момент пояс принадлежит мексиканцу Энди Руису. 1 июня 29-летний Руис одержал победу над британцем Энтони Джошуа, завоевав титул чемпиона по версиям Всемирной боксерской ассоциации «Супер», ВБО, Международной боксерской федерации и Международной боксерской организации. В прошлом году Усик стал победителем первой Всемирной боксерской суперсерии. В финале он одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым, объединив 4 чемпионских пояса. Дебютный поединок украинца против камерунца Карлоса Такама в супертяжелом весе должен был состояться 25 мая в США, но был отменен из-за травмы Усика. Российский боец Артем Лобов может в будущем вернуться в абсолютный бойцовский чемпионат в случае получения выгодного предложения. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Артем Харланов. Ранее 32-летний Лобов единогласным решением судей победил бывшего чемпиона мира по боксу американца Пола Малиньяджи в поединке в рамках организации Bare Knuckle FC. Их особенность в том, что поединки проходят без перчаток, руки бойцов обмотаны лишь специальными бинтами. В конце января Лобов расторг контракт с UFC. В активе спортсмена, который входил в команду ирландца Конора Макгрегора, было 2 победы и 5 поражений. Всего в смешанных единоборствах у него 13 побед, 15 поражений и 1 ничья. Еще один бой был признан несостоявшимся. В Якутске завершился чемпионат мира по международным шашкам среди женщин. Определить победительницу удалось только в заключительный день турнира. С подробностями Евгений Тайтонов. В рамках чемпионата мира по международным шашкам среди женщин в Якутске открыли большую шашечную доску под открытым небом. Она появилась во дворе Республиканского шахматно-шашечного центра. Здесь же возложили первый камень будущего памятника – благодарность тренеру, которая будет посвящена всем тренерам по шашкам и шахматам. Здесь будет постамент, а там будет скамейка. И там будет сидеть спокойно, смотреть на эту доску Николай Николаевич Кычкин. Он заслуженный тренер Якутской АСР, Республика Саха-Якутия, Российской Федерации. В будущем году был бы 80 лет Николая Николаевича, это март. И мы хотим до марта построить, закончить. И вот мы объявили через нашу федерацию сбор средств. Далее в Центре спортивной подготовки «Триумф» наградили призеров и победителя чемпионата мира. Третьим стала Дарья Федорович из Белоруссии. Серебряным призером стала российская спортсменка Айгуль Идрисова. Первое место и звание чемпионки мира по международным шашкам досталось также российской шашистке Тамаре Танцыкужиной. В последний раз в 2011 году выиграла чемпионат мира. Потом у меня родилось 2 малышей. И вот в прошлом году я вышла из декретного отпуска. И мне удалось вот в таком составе, среди молодежи такой боевой, занять первое место. Но я очень довольна. Я очень переживала за Матрёну Наговицыну. Вообще считала, что она достойна стать чемпионкой. У нее огромный потенциал, но просто дома очень большая ответственность. Не всегда удается справиться с волнением. Матрёне Наговицыной не хватило буквально нескольких баллов для того, чтобы попасть на пьедестал. В итоге она заняла 4-е место и показала лучший результат среди якутских шашисток. Ксения Нахова с одним только проигрышем заняла 8-е место, а Наталья Шестакова показала 12-й результат. Мне очень нравилось, это было очень интересное место для меня, я был первый раз здесь, и все было очень отлично организовано, все было прекрасно, я хочу сказать. И я тоже думаю, что в следующий раз мы можем зимой делать это. Это тогда мы чувствуем какое-то другое температура, здесь тоже можно. По словам президента Всемирной организации шашек, Якутск – отличное место для проведения крупных турниров. И что столица нашей республики будет рассматриваться в первую очередь для проведения следующего чемпионата мира. Евгений Тайтонов, Ильяс Ремятников, Якутск. Аниматоры, музыка, свежий воздух и веселое настроение. Больше 100 детей пробежали 500 метров на празднике бега в Якутске. В 4-м полумарафоне участвовали не только дети, но и взрослые. Их в этом году рекордное количество – 1011 человек. Это в 2 раза больше, чем в прошлые годы. Кроме того, на этот раз его решили провести в ночное время с 23 до 3 часов ночи на улицах столицы республики. Для этого для участников полумарафона перекрыли сразу 3 улицы города.
В этом году у нас стартует инклюзивный забег. 11 параатлетов стартанут у нас в 23:45 и преодолеют дистанцию в 5 километров. Мы решили попробовать. Это наш первый опыт. Я думаю, что в следующем году мы сможем открыть и на другие дистанции, чтобы любой желающий мог пробежать в свое удовольствие. Десятки якутян накануне стали участниками мастер-класса по йоге. Любители физической активности выполняли комплекс упражнений Сурья Намаскар. Эту практику можно рассматривать как ритуал поклонения Солнцу. Техника представляет собой серию из нескольких поз, в которых совершаются наклоны вперед и назад. По словам преподавателя, упражнения помогают растяжке, стимулируют и тонизируют все самые главные мышцы и органы тела. Мероприятие приурочили к Международному дню йоги. Его отмечают ежегодно 21 июня. Для этого комплекса есть противопоказания. Это серьезные сердечные проблемы, очень низкое либо высокое давление, проблемы с внутренними органами, но там тоже все зависит от проблемы. Ну, вот такие вот. И проблемы со спиной, они здесь решаются более упрощенным комплексом. Это были новости спорта. Всего доброго.